90-х годов 20-го столетия начался процесс возрождения родных языков коренных народов Севера. Этот процесс включает в себя много направлений работы, одним из которых является создание учебников и учебно-методических пособий для учебных заведений. В этой сфере и работают ученые-филологи, с которыми нам удалось встретиться. Надежда Яковлевна Булатова – известный северовед из Санкт-Петербурга, и Мария Петровна Дьяконова – научный сотрудник отдела северной филологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, занимаются изучением, сохранением и развитием эвенкийского языка. Благодаря государственной программе официальных языков мы смогли издать учебно-методические пособия для общеобразовательных школ. И вот выпустили в 2023 году 4 книги, это вот представлены. Они включают, как учебное пособие, не полностью учебники, а учебное пособие – это как помощь учителю для преподавания эвенкийского языка в школах. Самое отрадное то, что такие книги мы выпускаем, наверное, впервые за последние 30 лет комплексно, и чему очень рады. И думаем, что для учителей это будет очень большое подспорье в преподавании эвенкийского языка. Наши книги, они выйдут, это первые книги из серии «Книга для эвенкийских школ». Мы разработали такой логотип и единую такую обложку. Очень она выдержана в таком, постарались очень по всем правилам книгоиздания это сделать. И вот эти первые книги, они выходят под издательством и «Наука», очень такое качественное издание, даже вот посмотреть по обложке. И самое основное то, что здесь выпущены книги учителями-практиками Янгринской школы. Это первый наш такой опыт с ними. И думаем, что эта работа будет продолжаться. Одна из книг – это эвенкийско-русский, русско-эвенкийский словарь. Авторы Мария Петровна Дьяконова и Светлана Владимировна Васильева. Чем он примечателен, этот словарь? Дело в том, что до того, как книги выпускали, словари школьные, они были созданы на наречии красноярских эвенков, которые не совсем были понятны для наших восточных эвенков. И учителя испытывали такие, не сказать, что какие-то неудобства, да, но трудности определенные, чтобы детям объяснить диалектные слова. В словарь вошли 4500 лексических единиц, в основном из словарного состава янгринских эвенков. Вот. И он снабжен также по всем правилам построения словаря школьного. Здесь вот идет пояснение о построении словаря, как пользоваться словарем. И также вот, где русско-эвенкийская часть, также вот снабжена таким же о построении словаря приложением. И она чем отличается? Вот и по формату мы постарались, чтобы было это удобно для пользования в школах. Он такой меньше, чем обычные книги. И думаем, что тоже будет очень приятно, но и полезно для наших школьников в освоении эвенкийского языка. Мой соавтор – это Светлана Владимировна Васильева. Она работала учителем эвенкийского языка в Янгринской школе и в совершенстве владеет эвенкийским языком. Одна из наших молодых педагогов эвенкийского языка. В конце сентября мы провели презентацию в Янгринской школе. Это потому что там вот все начиналось из Янгринской школы, и с авторами тоже вот поделились этой радостью. Выступили также мы ездили и рецензенты этих изданий Наталья Егоровна Захарова и Наталья Юрьевна Ушницкая. Они очень высоко оценили работы
вот эти работы, которые были изданы. По учебникам, значит, в этом же ряду у меня вышло, значит, такое дополнительное учебное пособие для школ «Изучаем именные части речи венгерского языка». Это дополнительно, поскольку сейчас вообще нет учебников по ФГОС, да, новых совершенно, для дополнительного изучения. Здесь я попыталась сконцентрировать логически, как лучше подать нашу грамматику, нашу морфологию, допустим, не так, как в русском языке, как мы раньше, да, существительное отдельно, прилагательное отдельно, а у нас иначе построен язык. У нас склонение, оно будет сплошняком, для совсем очень типично для всех именных частей речи. Если есть суффикс дательного падежа «ду», так он будет и у существительных, и у прилагательных, и у числительных, и у местоимений, он везде будет «ду» и «ту», да? Поэтому это не так, как в русском языке, существительное одно, прилагательное другое, да, по родам, да и так далее, да, разные типы. Поэтому вот в этом смысле, конечно, она логически хорошо выстроена, вот на мой взгляд, я постаралась сделать так. С упражнениями сначала дается, значит, теоретический материал, потом задаются проверочные материалы для учеников, что они поняли, должны что рассказать, а потом уже дается конкретные задания, которые ребенок должен выполнить. И здесь я постаралась еще дать оригинальные тексты, которые вот для учебника у нас совершенно не хватает никаких ни переводов, ни текстов. Часть, конечно, мне пришлось переводить самой, писать, составлять, а часть я воспользовалась даже вот результатами литературного конкурса, который выходила, да, не сборник, и я этот сборник редактировала. Гунилен Хокталин, да, у нас это выходило у вас. Вот, и такое вышло издание. Ну, кроме этого, вот Мария Петровна показывала словарь вам, я этот словарь дважды отредактировала вместе с редактором издательства. Такую работу в помощь оказала. Ну, издание, вот честно скажу, абсолютно не стыдно. Мы очень четко, хорошо работали и скрупулезно, даже и долготы проставляли, чтобы не пропустить. Конечно, я думаю, что есть какие-то там пропуски, но в основном все это сделано очень профессионально. И со стороны редактора издательства, и с моей стороны, со стороны авторов. Ну, самое главное, они сделаны по образовательным стандартам современным. Да, да. Были изданы финансовые средства государственной программы по языкам Республики Саха-Якутия. По поводу проекта «Языковое гнездо в Тяньском национальном наследии» – это первый пионерный проект, который был инициирован Ассоциацией венгров Якутии, также поддержан главой администрации наследия Тяни Алексеем Максимовичем Николаевым. И при финансовой поддержке Nordgold – это промышленная компания, которая ведет свою деятельность на территории природопользования Тяньского наследия. Проект начат с 2004 года осени, сейчас вот второй год начался. Он рассчитан на 3 года, и мы очень надеемся, что будут хорошие результаты, потому что в проект мы включили преподавание венгерского языка в 3 группах. Это дошкольных, школьники и взрослые. Также в рамках этого проекта мы включили конкурс семейной династии на знание венгерского языка, который первый прошел в марте этого года, очень успешно. Участвовали 8 семей, очень старались. И я думаю, что уже в марте следующего года будет более, наверное, еще более заинтересован для населения, потому что они уже сейчас начали готовиться к конкурсу этому, и призовой фонд очень такой солидный и немножко мотивирует. Но мы, в свою очередь, очень благодарны жителям Тяньского наследия, потому что они также поддержали инициативу эту, осознавая то, что нужно сохранять венгерский язык, в отличие от других районов республики, где проживают венки, где нужно уже возрождать
а здесь сохранять. И мы очень благодарны им за эту поддержку. И думаем, проект вот у нас будет успешным. И у нас по этому проекту, я считаю, что есть неплохие результаты. Ездили 4 ученика на Международную олимпиаду в Благовещенск нынче осенью. И Николаева Роза Бега заняла 2 первых места в номинациях начальных классов. И также ребята, которые были на олимпиаде, они также призы получили. Надежда Олеговна, может быть, немножко расскажете? Вы же в течение ряда лет являлись членом жюри этой международной олимпиады по языкам Туранды. Ну, как бы вообще даже сама идея принадлежит Ольге Николаевне Морозовой, да, которая Амурский университет. Но все наполнение и так далее, это все сделано в основном вот, моими руками, моими идеями. И то, что она стала... Сначала она же как регионально родилась, 12 лет тому назад, только для ивенков Амурской области. А дальше вот эти вот мои поездки в Китай, мои связи, мы решили, поскольку это близко родственные, они исторически, эти арачоны, жили по Бурее, по реке, по Зее, да, они исторически наши жители Амурской области. И поэтому мы скооперировались, уже были знакомы, и стали вот ездить, они стали приглашать нас в Китай. То есть у нас теперь часть, она, во-первых, считается международной, и, во-вторых, значит, часть у нас проходит на территории России, и часть с посещением каких-то поселков, каких-то этих населенных пунктов, музеев и так далее, с культурной программы, проходит на территории Китая. И вот в этом году, например, состоялись даже вообще одна северная конференция в рамках этой международной конференции, 2 научные конференции, одна в Благовещенске, другая на базе Хэйхэйского университета. Это вот у нас уже новое. Вообще в рамках этой олимпиады проходят конкурсы международные, конкурсы вот этих детей. Мне очень жаль, что я была занята, в другом месте сидела. В этом году был конкурс детей, которые рассказывали на родных языках, самые малыши. И, конечно, это очень хорошо, и люди были очень довольны. Бывают литературные гостиные, то есть очень такая объемная олимпиада. В этом году еще была очень сложная, большая спортивная программа. Но я тоже была занята на конференции, там не бывало, но дети очень довольны. И там вот началось как ивенки Амурской области, потом, значит, арачоны, теперь еще вся Якутия туда приезжает, ивены, сарки приезжают. В этом году еще даже были с Анавгая, с Камчатки вены. Так что вот видите, какой вот масштаб получается. И люди очень заинтересованы, и едут, хотя, конечно, тяжело кафедре иностранных языков, казалось бы, да, поднимать вот это то, что касается с нашим ивенкийским языком. Я им за это очень благодарна. Ну, конечно, это же стимулирует. В этом году там были, допустим, доклады студентов. И я вижу по их докладам, как они выросли, как они содержательны. Все единственное, там у меня было, допустим, замечание, что надо научиться правильно научно их оформлять. Правильно ссылки давать, обязательно надо ссылаться, не надо выдавать то, что написано и проговорено, не твое, а то, что было написано. А вообще, в общем-то, очень хорошее впечатление. Вот. Я за это, например, порадовался, за маленьких детишечек и вот за доклады студентов, которые отдельным блоком тоже нашли. А там еще, я, наверное, скажу, что было очень полезно, и мы это часто проводим. В рамках этой же опять Олимпиады проводим мы всегда курсы ивенкийского языка. Вот обычно я чаще в одном моем лице, а в этом году еще была Елизавета Афанасьевна и Дарья Муханаевна. Они даже после Олимпиады оставались и дополнительно все это прочитывали. Потому что, во-первых, учителям нужно базовые знания. Не будем, как бы, это не секрет, что нужно всегда расти и узнавать, тем более новые методики, новые программы. И это надо знать. И потом, как бы, немаловажно то, что они получают лицензионный сертификат, который имеет право давать этот университет, и именно образование Амурской области. Так что вот, как бы, еще такая работа очень полезно проводится.
Одна из направлений работы Ассоциации венков Якутии – это организация проведения курсов по изучению венкийского языка для невладеющих. Но эти курсы уже еще в 90-х годах начинала наша Анна Николаевна Муреева. И вот уже с 2014 года мы проводим постоянно эти курсы, но в разных форматах. Сейчас еще онлайн появился формат, возможность проведения в таком формате. И желающих много, которые бы хотели изучать венкийский язык. Дается венкийский язык для якутоязычных эвенков. Это ведет Прокопьев Великтон Дмитриевич, он житель из Хатыстыра, и сам по своей инициативе ведет эти курсы. Также мы стараемся применять и очные курсы. Это ежегодно. У нас Наталья Юрьевна Ушницкая ведет курсы в основном для молодежи, которая изъявляет желание изучать венкийский язык уже несколько лет подряд. И вот с 1 октября мы также запускаем эти курсы. А по курсы Великтона Дмитриевича они идут с 1 сентября. Так что приглашаем молодые венки, которые желают изучить свой родной венкийский язык, обращайтесь к нам, мы вам поможем в этом. Нам надо обратить внимание на создание, то есть продолжение, да, создание, продолжение, сохранение, или, не знаю, что появились новые произведения на венкийском языке, что это национальная литература. Потому что именно будет развиваться национальная литература, будет и язык, будут люди писать. Зачатки там студенты были, да, в сборнике я видела, довольно-таки приличные, вполне нормальные. И если продолжать эту работу, кто-то начнет писать. Я понимаю, что сразу много писателей, поэтому у нас не появится, да, но тем не менее. Я думаю, что будут, если проводить эту целенаправленную работу. И еще, конечно, то, что переводческая деятельность. Переводить книги, которые читаемые, которые интересны, абсолютно это тоже надо делать и издавать их. Хорошо оформленные, я думаю, ребятишки с удовольствием возьмут эти книжки и будут читать. А их у нас очень мало. Я помню переводы только Анны Николаевны, и других я не помню переводов. Ну, кроме не считая наших очень сложных, трудных переводов, допустим, Библии, то, что мы делали с Анной Николаевной. И тем не менее, я могу сказать, я была очень удивлена. Я встретила свою знакомую в Амурской области. Она знает язык и работает, и живет давно уже в Благовещенске. Она говорит, она взяла оформила опекунца над 2 сиротами, своими племянниками. И говорит, я их заставляю учить, Надежда Яковлевна, по вашему переводу книга для детей. Библия Кунгакарду. Оттуда, говорит, они, слушают. Потом я, заставляю читать, переводить. Она просто сама, им нравится, потому что книга сама очень красочная такая. И я была очень удивлена. Я говорю, надо же, какая ты молодец. Я студентам боюсь даже это предлагать. Она это ребятам, нет, у них получается, где, они не понимают. Я им это самое. То есть даже такую, казалось бы, такие сложные переводы можно использовать, да? А если бы это книжки, хорошо, красочно оформленные, и не такой тяжелый язык, сложный, не такие сложные тексты, да? То, конечно, это вполне бы заинтересовать можно было. Звуковые, чтобы они слышали. Написано это одно, а как это произносится, это же совсем по-другому. А там у нас есть аудиофайлы, и это, очень хорошо. Она даже сама заинтересовалась, хотя она экономист по образованию. Следующий год у нас, 2026, будет знаменательным. У нас будет ряд юбилейных мероприятий, посвященных со дня рождения наших аксакалов, скажем так, ведущих ученых, которые уже, к сожалению, не с нами, Галина Ивановна Варламова-Каптуте, например. Будет юбилейное мероприятие, посвященное Галине Ивановне Варламовой. Ей было бы 75 лет. И мы запустили уже конкурс, второй
конкурс, литературный конкурс имени Галины Ивановны Гунелген Хокталин. Первый конкурс мы проводили 5 лет назад, и он был, мы считаем, что очень успешным, потому что приняли 19 эвенкоязычных авторов, и приславшие работу на конкурс. И вышел также вот сборник одноименный Гунелген Хокталин, которым редактором была Надежда Яковлевна Булатова. И уже плоды вот этого сборника мы видим в учебно-методических пособиях, потому что, как отметила Надежда Яковлевна, у нас очень мало эвенкийской текстов для использования, даже для обучения наших детей. И призываем эвенкоговорящих молодых авторов принять участие в этом конкурсе. Не, ну надо, конечно, сказать, что по сравнению с другими регионами, где проживают эвенки, это вот как бы вся наша надежда, вся надежда эвенков, да, со всех регионов, вот на Якутию, правда, это не без подхалимажа, без ничего, потому что смотрят, и вот теми же вот в Самурской области, допустим, бегают и ищут, уже просят эти книги для школ, да, или, допустим, словарь, все равно он нужен. Получается так, что вот эти издания, они будут востребованы не только в Якутии, да, но и в других регионах. Точно так же, как мы на базе этнопедагогического центра в Венки сделали там 1-2 класс, полностью весь комплект, там учебник, рабочие тетради, методические рекомендации мною написанные, да, они востребованы здесь. Но платили-то они и очень ограничены. Насколько я могла, там и привезла, и Енгли подарила, Артики, но всех же невозможно обеспечить. Поэтому это тоже для нас большая проблема. Что-то вот издается, а у нас связи очень маленькие. Может быть, как-то на уровне издания дополнительный тираж сразу заказать для себя лично. То есть в этом направлении нам, конечно, надо дальше работать всем. И, ну, хорошо, вот, и фольклор нам надо дальше издавать. Вот я уже по литературе сказала, фольклор надо издавать. И готовить кадры, не только учителей, но и научные кадры. Я, например, довольна и рада, и даже разговаривали с Ольгой Николаевной. Я говорю, ладно, Ольга Николаевна, я понимаю, что надо учить все это, помогать. Вот она поступила, допустим, стала в аспирантуру. Конечно, и Ольга Николаевна, мы будем помогать Светлане, я говорю о Светлане Владимировне Васильевой. Там же Ларидо учится, это Игнатенко, да, в этом. Так что есть такие маленькие-маленькие ласточки, да, но их должно быть больше. Потому что много и фольклором, и языком, и преподаванием, методикой. Чем только не надо заниматься для того, чтобы сохранить язык. И общественные организации. Хорошо, что общественные организации у нас есть, и они активные. Хотя это, конечно, должна быть больше государственной такой политикой, приоритете должна быть, да? А этого, к сожалению, не так много. Я бы хотела сказать, чтобы вот выпуск этих изданий, это еще ребусы, эвенкийские ребусы, то чтобы было какое-то финансирование плановое, и чтобы вот этими 4 книгами у нас не ограничился, да, вот наша серия. И очень надеемся, что и правительство наше поддержит нас в этом направлении. И очень хорошо, что вот эта презентация прошла на базе школы, да? Потому что вот такой работой я вот уже уверена, что, допустим, 1-2 автора, Мария Петровна там новых авторов нашла. Они будут писать, они заинтересованы и будут. И так вот, если не в Якутске в самом, да, среди своих это презентовать, которые знают, а вот именно на местах. И не обязательно это Енграм, вот еще где-то. И будет. Надо заинтересовывать, проводить такую работу. Мы, к сожалению, этой работой мало как бы занимаемся. Да, но мы сделали, написали, сдали, отправили. И на этом как бы наша миссия заканчивается. Но, может быть, это миссия уже других, да? Это пропагандировать, показывать как можно больше, говорить об этом. Вот это у нас слабое место во всей нашей работе. Как можем, ищем финансы. Да. Сейчас вот в рамках языкового гнезда у нас тоже запланировано издание учебно-методических пособий уже учителей, практиков Тянской школы. И очень надеемся, что также вот серия войдет в серию и продолжится наше издание, работа в этом направлении.
Вот такой интересный разговор состоялся с нашими учеными. Будем надеяться, что та большая работа, которую они ведут, поможет нашим сородичам эвенкам обучиться родному эвенкийскому языку, чтобы он сохранялся и передавался от поколения к поколению.